Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Гал Медиа. С вами Датья Бенделиани. Коротко о главном. Вспахано порядка 150 гектаров земли. О ходе весенне-полевых работ в Галском районе рассказал Гал Медиа главный агроном управления сельского хозяйства Лери Шония. Полигон твердых бытовых отходов в Шашикуаре закрывать пока не планируют. Об утилизации мусора в Галском районе начальник управления городского хозяйства Дмитрий Адлейба. О жизни района и не только. 30 марта вышел в свет первый выпуск газеты «Гал Медиа». 30 марта в Республику Абхазия прибыла официальная делегация Республики Башкортостан во главе с Радием Хабировым. На границе главу Башкортостана встретил лично президент Абхазии Аслан Бжания. Визит официальной делегации Республики Башкортостан под руководством Радия Хабирова в Республику Абхазия проходит с 30 марта по 2 апреля. Для Светланы Михайловны. Дорогие друзья, сделать обед. Добро пожаловать в Абхазию. Мы вас очень ждали. Мы до сих пор проникли тем теплом, который мы писали для вас. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Это до дна. Это тоже все. Это завтра. В пятницу, 31 марта, президент Аслан Бжания и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, находящийся в Абхазии с официальным визитом, приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу в честь воинов, погибших за независимость Абхазии во время грузино-абхазской войны в 1992-1993 годах в Парке Славы. Аслан Бжания и Радий Хабиров также почтили память героев Абхазии Сергея Адбар и Султана Сосналиева, чьи бюсты установлены в Парке Славы. В этот же день состоялась официальная встреча глав двух государств. После нее на пресс-подходе Аслан Бжания и Радий Хабиров рассказали журналистам, как оценивают перспективы сотрудничества Абхазии и Башкортостана. Поездка, которая состоялась в Башкортостан в прошлом году, она носила очень интересный характер. В информативном плане она была интересна. Республика развивается динамично. Это один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Есть на что посмотреть, есть чему научиться, есть что перенять. А я неоднократно говорил об этом. Наши народы связывают давнишние дружеские отношения. Они проверены временем. И, конечно же, будет правильно, я считаю, если мы эти отношения наполним еще большим новым содержанием, придадим им импульс. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в туризме, в сфере туризма, в сфере сельского хозяйства, в увеличении товарооборота.
И если не будет такого вот уровня встреч, таких контактов, все останется так, как было. Поэтому эти встречи и проходят, и они обязательно дадут положительный результат. Я в это верю. Вот, все поездки мы приезжаем сюда и официальной делегации, но у нас в составе делегации представители бизнеса в том числе. В частности, нам после встречи у нас в Уфе, мы договорились, что мы приедем сюда, и вот уже сюда, когда мы приехали, мы, подчеркиваю, приехали не одни, и уже эти дни мы хотели посмотреть состояние развития, соответственно, туристической индустрии. Нам это интересно. И, вы знаете, с большим удовольствием и с уважением мы увидели, что действительно инвестиции возвращаются в Абхазию. Очень приятно наблюдать, что появляются новые туристические комплексы, новые гостиницы. Знаете, даже вот такой эмоциональный взгляд, вот на вечерний Гагры смотришь, уже действительно вспоминаешь, вот как это должно быть в прошлых городах, что очень приятно. Соответственно, это дает нам возможность уже развивать и готовить почву для того, чтобы туристы из Уфы, из Башкортостана приезжали к нам сюда. Поэтому мы уже сейчас, после этой поездки, ряд наших программ, которые направлены на акселерацию туризма и для пожилых, и для школьников, будем править, чтобы открыть возможность отдыха здесь. Все-таки здесь замечательная природа, море, очень много исторических уникальных объектов, поэтому нам это с этой части очень интересно. Но подчеркиваю, мы не могли принимать решения конкретно, пока сами не посмотрим и не примем решение на месте. Второе, это, конечно, товарооборот. Он на данный момент небольшой, но совершенно точно есть ряд видов продукции, которые нам интересны. Прежде всего, продукция сельского хозяйства Республики Абхазия. Ну и, конечно, мы сами готовы предложить, в том числе и перерабатывающую промышленность, и продукты и нефтехимии готовы предлагать. Поэтому есть о чем договариваться и есть куда двигаться. Но мы еще хотели, конечно, посмотреть, мы сторонники не просто экономического сотрудничества. Аслан Георгиевич справедливо сказал, что нас связывают очень братские и дружеские отношения, поэтому у нас в центре и в фокусе внимания еще организации культурными обменами, образовательными обменами, потому что мы готовы, чтобы студенты из Абхазии приезжали к нам, получали в наших вузах соответствующее образование достаточно высокое. Поэтому это такая комплексная работа и комплексная задача. Спасибо. Кроме того, 31 марта в Сухуми были подписаны соглашения между правительством Абхазии и правительством Башкортостан об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах и меморандум о сотрудничестве в экономической сфере. Наркотическое средство в особо крупном размере изъято сотрудниками УКОН Министерства внутренних дел. Подробности в материале пресс-службы МВД Абхазии. Наркотическое средство в особо крупном размере изъято сотрудниками УКОН МВД. В результате проведения оперативных мероприятий задержан Малаев Баймухамед Гулмирзоевич, 1968 года рождения, житель Ярославской области Российской Федерации. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии установили подозреваемого в сбытии наркотического средства и задержали данного гражданина в городе Сухум по улице Транспортная. При личном досмотре у Баймухамеда Малаева изъяты подвязанные под одеждой в упаковочной ленте 3 больших свертка с красными заизолированными свертками внутри, в которых находилось кристаллообразное вещество светлого цвета. Вам задается вопрос, что это за вещество и для чего оно вам? Что за свертки и что в нем находится? Там наркотические средства. Как пояснил задержанный, данное вещество является наркотическим средством, которое он приобрел для распространения в Республике Абхазия. Для чего таким интересным способом оно при вас находилось? Ну, чтобы не видно было. Откуда вы это привезли? Из Москвы. Из Москвы. То есть вы с Российской Федерации везли на территорию Республики Абхазия? Да. Свой преступный умысел мужчина реализовывал посредством мессенджера WhatsApp, передавая информацию о месте тайных закладок абоненту под псевдонимом 3S. Ранее, что вы делали тайные закладки, кому вы отправляли и каким вы приложением пользовались? Пользовались приложением WhatsApp. WhatsApp. Имя не написано? А как записано? S3S. 3S? Да. Вы ему отправляли? За каждую реализованную закладку Баймухамед Малаев
получал денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. В общей сложности у гражданина Малаева сотрудниками УКОН МВД изъято 300 хранимых при себе и готовых к реализации в потайных местах свертков с наркотическим веществом. Также при обработке оперативной информации сотрудниками УКОН МВД установлено, что данный наркоканал ранее известен как «Лера». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Малаева задержанный указал на ранее сделанные закладки с наркотическим веществом при осмотре местности в районе улицы Адлиба в городе Сухом, где в потайных местах у дороги, ведущей к берегу моря, сотрудниками милиции при непосредственном участии подозреваемого, а также граждан, приглашенных в качестве понятых, было обнаружено и изъято 5 аналогично заизолированных красных свертка с белым веществом внутри. Общая масса изъятого у гражданина Малаева сильно действующего наркотического средства метадон, исследованная в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел, составила 146,464 грамма. Задержанному вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. В городе Гал проводятся весенние полевые работы. К этому времени уже вспахано порядка 150 гектаров земли. Подробнее о ходе работ рассказала Анжелия Убилава, главный агроном управления сельского хозяйства Лери Шония. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что планируется согласно рабочему плану, посев каких сельскохозяйственных культур и вообще какие весенние полевые работы планируется провести этой весной? У нас уже работы идут, у нас порядка 150 гектаров в районе уже вспахан. Это силами МТС и уже силами тех ребят, у кого там есть своя собственная техника. У нас, конечно, в районе проблема с техникой есть, но мы как-то справляемся. У нас в районе есть МТС, у которого наличие 18 единиц тракторов, то есть это не считая К-700 и гусеничный. Но это, конечно, район не может охватить, к сожалению. Но мы стараемся, перебиваемся, как бы имеют частные трактора. И вот этим люди как бы пользуются, помогают друг другу. И надеемся, что будет лучше. И завтра, послезавтра государство тоже вроде обещает помочь с техникой. Я думаю, что, конечно, будет лучше в следующем году и в последующие годы. Но пока так. А так, в принципе, в целом неплохо справляемся. Вроде все идет по плану. 2800 гектаров мы имеем под кукурузу. Это сельскохозяйственные угодья, которые ежегодно люди обрабатывают и выращивают кукурузу. Ну, помимо этого, люди занимаются однолетними культурами. Это такие виды, как арбуз, дыня, и, томаты, там разные всего. Есть ли какие-то меры государственной поддержки и на что эти средства направлены, если они существуют? По линии Министерства сельского хозяйства есть программа. Она называется «Развитие сельского хозяйства». Это финансируется Кабинетом министров. На это отпускается 100 миллионов. Ежегодно уже 3-й год. Проекты люди сдали, но там есть комиссия при Министерстве сельского хозяйства. Они решают. Те проекты, которые они считают нормальными, хорошими, перспективными, они их пропускают. В прошлом году, например, пропустили 9 проектов. Это на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. В основном цитрусовые, это голубика. И на однолетние культуры, помимо этого еще и на мелкий крупный рогатый скот. В районе у нас пока только-только формируется ферма крупнорогатого скота. Это по линии помощи Министерства сельского хозяйства. Благодаря них были пропущены эти проекты, и они полностью профинансированы. Сегодня, можно сказать, эти фермы уже существуют, уже начинают работать. Если перечислить, какие самые такие выгодные, рентабельные, перспективные проекты осуществились в районе, и какую пользу они, может быть, принесли району самому? Фирма, которая у нас работает, они более 200 гектаров заняли здесь, то есть взяли землю, платят за это налоги. Это в районе Хумушкури, они занимаются голубикой. Все вовремя делается. Я, насколько знаю, у них уже посадка пошла, так что работают ребята неплохо, очень даже хорошо. Есть еще ребята, которые только-только начинают. Сейчас пока не могу сказать, насколько будут реализованы их бизнес-планы, но один-единственный проект, который занимается голубикой, у них уже все видно, что в действительности будет результат хороший. Проблема в том, что
У нас все дорожает. Сегодня у нас уже селитра 2000 рублей стоит. У нас нитромофос 2500, 2800. Это, конечно, не может не повлиять на ценообразование в конце. То есть в итоге обратно чувствует этот крестьянин. Тот же крестьянин, который выращивает и выносит все это на рынок. Но это как бы все взаимосвязано. У нас самое главное это конечная продукция и цена. И насколько она экологически чистый продукт. Вот самое главное. Вот все должны мы стараться и делать так, чтобы у нас был экологически чистый продукт. Вот что касается удобрений, в общем, в прошлом году, насколько знаю, помогало государство. А в этом году вот из этой... Помогал кто? Государство как-то поддерживало же вот эти... Но то, что касается удобрений, нет. А то, что касается химическими препаратами, то да, это Министерство сельского хозяйства помогает нам. В прошлом году было выделено, я сейчас точную цифру не помню, но у нас это есть. Потом мы это раздаем людям, в основном это мы оставляем НЗ. Помимо этого город к нам обращается, это то, что касается мраморного клопа, я сейчас имею в виду. Но мраморный клоп, конечно, я не скажу, что сейчас у нас там идет какая-то активизация, но пока еще сами видите, какие погоды, но она в любом случае появится. Это здесь не надо ничего даже противовес думать. И за что говорю, люди, самое главное, серьезно относятся к этой проблеме и борются. Как они могут, мы, где можем, мы помогаем. Под особым контролем это держит глава администрации района. Большая проблема у нас с грибковыми заболеваниями, которые портят все подряд. Это уже касается и орехов, фундука и всех остальных культур и фруктовых. А вот как с ней может бороться человек? Ну, сегодня уже мы ничем это не можем искоренить. Есть препараты, которые надо лечить и как бы проводить эти профилактики. К сожалению, конечно, это все равно нехорошо, как бы мы ни говорили, чтобы мы ни говорили, есть препараты щадящие, но это все равно химия, все равно какой-то осадок останется. То есть это все равно ложится так или иначе на плечи фермеров, крестьян? Абсолютно правильно, абсолютно верно, совершенно верно, как вы говорите, это обратно же все зависит, как крестьянин, как человек отнесется, насколько серьезно и насколько серьезно он будет обрабатывать свой участок, все зависит от этого. Вот так вот. А так у нас в районе, в принципе, у нас создана комиссия, земельная комиссия, которую возглавляет замглавы администрации Джинджоли Аркадий Алексеевич. Мы работаем, проводим инвентаризацию в районе. В прошлом году проводили в 3 селах, в этом году сейчас вот с 1 числа обратно начинаем работать. Более 7000 гектаров в районе у нас занимает площадь орехов, фундука, и до 3000 гектаров у нас кукуруза. Пользуясь случаем, конечно, хотелось бы обратиться к населению Гальского района, чтобы серьезно отнеслись к проблемам сельскохозяйственных вредителей и вовремя все это проводить, лечить. В любое время суток могут к нам звонить, приходить, обращаться. Мы всегда готовы принять любого человека, который придет к нам. Спасибо за интервью, всего доброго. Силами одной пожарной части невозможно охватить весь Галский район. Об этом и ситуации с противопожарной безопасностью в районе в интервью Галмедиа рассказал начальник отдела государственного пожарного надзора МЧС Абхазии по Галскому району Роман Ашуба. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вообще, как вы оцениваете деятельность пожарно-спасательной службы? Вообще все задачи успешно выполняются, которые стоят сегодня перед вами? Ребята делают, что можно делать. Для такого района никак нереально, чтобы одна пожарная часть, 2 машины спасут все. Никак не получится. При всей желании, при всей боеспособности личного состава все равно не получается за то, что расстояние огромное. Для города достаточно. А куда-то выехать, хоть 100 машин будет у нас, мы не успеваем просто на пожар. Дом может сгореть буквально 7, 8, 10 минут, если не позвонили. И потом выехать в Гагиду, это как бы быстро на такой машине тоже не разгонишься особо. А пока доедешь, все равно полчаса нужно времени. За полчаса дом сгорит, потом ничего не спасешь. Потому что на нижней зоне должно быть еще пожарная часть, и на верхней зоне должно быть. Было это так. А сейчас вот одна пожарная часть, это считайте, что для города. Лишь бы город спасти.
Если подводить какие-то промежуточные итоги, вот статистику можете привести хотя бы вот с Нового года, вот за эти 2-3 месяца, сколько случаев экстренных было, сколько домов, там людей удалось спасти? Было серьезных пожаров около 4. Но по городу, чтобы дом сгорел вообще дотла, если никто не увидел, может сгореть. А если позвонили вовремя, все равно спасают. Спасают. И, чтобы дом дотла сгорел, по городу такой очень редкий случай. В этом году, вот, по сравнению с теми, вот март месяц, самый взрывоопасный месяц, вот весной все стараются какие-то участки прибавить, добавить, сжигают папоротник сухой, что-то. Вот. И предварительно, не подготовившись, начинают сжигать. Но в этом году, слава богу, это из-за того, что в декабре месяце, декабрь был все-таки сухой в этом году у нас, и заранее, наверное, сожгли. В этом году очень мало, по сравнению с прошлым годом, мало пожаров у нас, и лесных, и вообще жилой сектор тоже. Какая-нибудь профилактическая работа проводится с населением или, например, в общеобразовательных учреждениях с детьми? Обязательно. Общеобразовательные учреждения – это то, что мы в год 4 раза проверяем, как минимум. Это перед распуском школы, это в конце мая, и перед началом учебного года в сентябре обязательно. Перед елкой обязательно проверяем все школы. И в начале года. Вот по телефонограмме министерства мы проверяем школу 4 раза обязательно. Мы оставляем предписание. В год 2 раза в школах проводим беседу с детьми. Вот именно в этих образовательных учреждениях все пожары, 99% это электричество. Электричество. Тут диверсии нету, и значит электричество. И что? Опять-таки человеческий фактор. Хотят утром, зимой особенно, приходить в школу в теплой комнате, чтобы теплая была комната. И за это стараются, наверное, иногда оставлять включенными электрические вот эти печки. То это категорически нельзя. Уходя из школы, директор или кто-то ответственный должен быть за пожарное состояние в школе, который обесточить должен школу, перед уходом обесточить, и не будет пожара. Как обстоят дела вообще с планом эвакуации в городских школах и сельских? Вообще большая разница? Есть план эвакуации и в городских, и в сельских, но в сельских школах за то, что мало детей, мало, там легче в случае чего эвакуировать. И если типовое здание, школа, значит, не бывает школа без запасного выхода. Обязательно есть вход и есть выход. Мы это пишем, предупреждаем, смотрим, чтобы не закрывали они эти запасные выходы. Там иногда бывают парты старые, куда-то собрали в угол, поставили, закрывают. И мы за это что мы наказывать не можем, потому что штрафовать школу мы не можем, закрыть школу тоже мы не можем. Какие меры воздействия тогда принимаете в случае нарушения, к примеру, если планов эвакуации нет? Планов эвакуации везде есть, во всех школах. И мы особенно щепетильно относимся к этому, потому что, не дай бог, в таких школах, вот эти городские школы, очень большой контингент детей, и не дай бог. Если не будет запасного выхода, если план эвакуации дети не будут знать, вообще мы трафареты тоже приносим, раздаем, они вешают стрелки, куда бежать, если что. Дети должны об этом знать. Взрослые знают, но и маленькие тоже должны знать об этом. Все, что случается, опять-таки, виноваты мы сами, в смысле, любой пожар, что дома возникло, это хозяин что-то не усмотрел. Спасибо вам большое. В первую очередь.
Очень такая подробная беседа. На все вопросы вы наши ответили. Благодарю. Будьте здоровы. По договоренности между главами Сухумского и Галского районов в 2019 году до открытия мусорного полигона в Гулрыбском районе было решено отправлять сухумский мусор на полигон твердых бытовых отходов в селе Шашикуара. Совсем недавно в Гулрыбском районе в селе Кацикыт открылся новый полигон. Тем не менее, как выяснили наши корреспонденты, полигон в Шашикуаре закрывать пока не планируют. Тему продолжит Нана Апшилава. Каждому из нас хочется жить в красивом городе, гулять по чистым улицам, но далеко не все готовы поддерживать чистоту в местах обитания. В нашей стране уже закоренелой стала привычка загрязнять мусором общественные места, то ли из-за низкой сознательности, то ли от того, что это по сути ненаказуемо. Между тем, проблема мусора самая актуальная не только в нашей стране, но и в мире. На полигон в селе Шашикуара Галского района уже несколько лет происходит ввоз сотен тонн бытовых отходов, которые могут загрязнить почву, воду, воздух и нанести непоправимый вред экосистеме. По договоренности между главами Сухума и Галского района в 2019 году до открытия мусорного полигона в Гулрыбском районе было решено отправить сухумский мусор на полигон твердых бытовых отходов в Шашикуаре. Эта временная мера стала поводом для беспокойства жителей села, проживающих вблизи свалки. Особенно в летний период, когда люди жалуются на зловоние, а также огромное количество мух. Совсем недавно в Гулрыбском районе в селе Кацикыт открылся новый полигон. О том, что ждет Шашикуарскую свалку и каково общее положение с бытовыми отходами в районе, мы решили поговорить с начальником управления городского хозяйства районной администрации Дмитрием Мадлибом. О том, что в Гулрыбском районе открывается мусорный полигон, для нас это не новость. Эти планы были давно. Полигон открывается, но окончательно работы по открытию полигона не завершены. Пока, насколько мне известно, этот полигон не функционирует. Мы надеялись, по крайней мере, что до лета этот полигон будет открыт и туда будет свозиться мусор тот Сухумский и Сухумского района, который привозили в Гальский район. Сегодня пока ситуация остается прежней. Мусор тот, который принимался у нас в Гале, здесь он принимается. И, как нам сказали, когда будет открыт Гулрыбский полигон, тогда прекратится завоз мусора. А вот в случае, например, вы сказали, пока еще как бы не функционирует, но в случае открытия там нового полигона, будет ли какой-нибудь договоренность, будут ли вывозить наши бытовые отходы? Пока официально с нами, как с управлением городского хозяйства, никто не связывался по этому поводу. По поводу вывоза бытовых отходов, которые скопились на нашем полигоне, несколько раз у меня было общение с представителями различных коммерческих организаций, которые собирались разбираться с нашими полигонами, с нашим мусором в своих коммерческих целях. Да? И они, как один из вариантов развития событий, предлагали вывоз мусора, скопившегося на нашем полигоне. Вот. Но пока официально на эту тему мы ни с кем не говорили. Старый полигон в Шашикуаре, куда завозили бытовые отходы, ранее, пару лет назад, закрылся. Мусор здесь захоронен в специально отведенных каналах. В Шашикуаре, значит, старая свалка туда, куда мы завозили бытовые отходы, буквально пару лет назад она закрыта. Там те бытовые отходы, которые завозились тогда, они, как говорится, похоронены в специально отведенных каналах. Новая свалка, там разрыты два новых углубления для захоронения мусора по каждой протяженности порядка 200 метров. Сейчас идет заполнение этих канав и с сухумчанами, и нами. Если сказать о том, что мусорная свалка находится в надлежащем состоянии, это будет, конечно, не так. Мы ставим перед собой задачу привести эту свалку в надлежащее состояние с помощью в том числе техники, которую использует Сухумское управление. Конечно, мусор не валяется по всей территории, он находится в этих котлованах, но на прилегающей к этим котлованам территории все-таки мусор, часть его скопилась. Мы сейчас ставим вопрос об его утилизации именно в эти котлованы, разрытые и готовые. Глава администрации наш в курсе, он связывался с сухумчанами, ставил перед ними эту задачу. Я думаю, что к лету эти вопросы будут решены.
Штраф в современном обществе – один из механизмов соблюдения чистоты. Они предназначены для улучшения экологической обстановки в городах и населенных пунктах и, соответственно, жизненного уровня каждого гражданина страны. Возможно, увеличение размера штрафов за выброс мусора в неположенном месте сможет изменить ситуацию с бытовыми отходами к лучшему. Ведь не зря говорят, что лучшее наказание – это наказание рублем. А вот управлением городского хозяйства удалось решить проблему мусора именно в городской черте, в основном на рынке? Была ли применена практика штрафования, там что-то? Сегодня пока еще никто у нас не оштрафован официально, неофициально в связи с выбросом мусора в неположенном месте. Сейчас у нас идет работа большая по заключению договоров с коммерческими организациями, предприятиями по вывозу мусора. Установлены тарифы районным собранием в прошлом году, и в соответствии с этими тарифами заключаются договора. Это такая рутинная долгая работа, которая должна нам принести результаты положительные вот уже во второй половине, 4-му кварталу этого года. Некоторые коммерческие организации полагают, что за вывоз мусора можно не платить. Хочется их известить о том, что это не так. Все, кто ведут коммерческую деятельность на территории нашего района, обязаны заключить договора с нашим управлением, с тем, чтобы оплачивать вывоз мусора со своих территорий. У нас не только коммерческие организации, и даже базы военные российские, которые здесь находятся на нашей территории, заключили с нами соответствующие договора и оплачивают вывоз мусора. Все коммерческие предприятия, но остались некоторые, которые пока еще не платят за вывоз мусора. Но это отдельный список, по ним готовится. Существует и проблема контейнеров. В Кальском районе сегодня насчитывается 114 маленьких контейнеров и 40 больших. Как пояснил начальник УГХ, проблема в технике. Ее катастрофически не хватает на обслуживание маленьких контейнеров. Основная проблема заключалась у нас не просто в нехватке мусорных контейнеров. Мы изготовили порядка 15 новых мусорных контейнеров объемом 0,75 кубов, отремонтировали несколько больших мусорных контейнеров 9-кубовых. Проблема в отсутствии техники. Для обслуживания маленьких контейнеров у нас работает всего один мусоровоз-погрузчик на базе газона Next. В течение дня он может обслужить, сделать около 5-6 рейсов на свалку, 35-36 контейнеров он в день обслуживает, а их у нас 114. А маленькие контейнеры нуждаются в обслуживании чуть ли не ежедневно. И нам очень критически не хватает второй машины по обслуживанию маленьких контейнеров. Так что даже если мы поставим еще столько же маленьких контейнеров, тех, что у нас есть, у нас просто нет автомобилей для того, чтобы их обслуживать. По словам Дмитрия Адлиба, администрация Калского рынка платит за вывоз мусора за внутреннюю территорию. Но есть еще и внешний контур рынка, на котором расположено большое количество коммерческих магазинов, пункты общественного питания, и в скором времени с ними также будет заключена договоренность. У нас заключен договор с самой территории рынка, администрация рынка, она исправно платит за вывоз мусора со своей территории. Но на внешнем контуре рынка, рыночных территорий, находятся частные коммерческие магазины. И вот с каждым частным коммерческим магазином, который находится за пределами территории рынка, мы заключаем договора соответствующие. И они должны, потому что от них на самом деле очень много мусора, очень много занимает времени обслуживание этой территории. Мы будем заключать со всеми договора. Но если мы хотим жить в чистом городе, коммерческие предприятия, которые производят больше всех этот мусор, они должны, конечно, его оплачивать. Тем более, что тарифы относительно тарифов с нашими соседними странами с запада и с востока, и с севера, они очень мизерные. И мы, рассчитывая на эти мизерные тарифы, выстраиваем свою работу. Итак, на данный момент ситуация с полигоном твердых бытовых отходов Шишиквары в целом остается прежней. Закрывать его пока не планируем. Как считают специалисты, абонентская плата, возможно, шаг за шагом приведет к организации цивилизованной, экологичной и современной системы утилизации отходов. Анна Абшилава, Баду Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа. О жизни района и не только. 30 марта вышел в свет первый выпуск газеты «Гал Медиа». Ежемесячно газета будет выходить тиражом 500 экземпляров. Слово Илоне Микава. 30 марта вышел в свет первый номер периодического издания газеты «Гал Медиа». Она будет выходить раз в месяц тиражом 500 экземпляров.
Газета «Галмедиа» распространяется по различным государственным предприятиям, организациям, школам и селам района. Над печатным изданием работает большая команда «Галмедиа». Редактор Рустам Зантария, ответственный за выпуск Нугзар Салакая, верстальщик и корреспонденты. Газета издается на 2 языках – абхазском и русском. Помимо информации о происходящих в районе событиях, в газете освещаются и новости общереспубликанского, а также международного характера. А на последней странице читателей ждет колонка поэзии, где публикуются произведения местных авторов. Бесспорно, сегодня у печатных изданий есть много конкурентов, включая соцсети и интернет-ресурсы в целом. Но необходимо помнить, что чтение газет, да и вообще любых печатных изданий формирует культуру речи, расширяет кругозор. И, наконец, что может быть лучше чтения газеты за любимой чашечкой кофе или чая? Выбор за каждым из нас – зависать в интернете за бесконечным просмотром роликов или все же читать полезную и информативную газету. Отметим, что свежие выпуски «Галмедиа» можно будет ежемесячно получить абсолютно бесплатно в администрации Галского района. Илона Микава, Тея Басария, «Галмедиа». Делегация Министерства культуры Республики Абхазия во главе с заместителем министра Динарой Смыр принимает участие в работе международного симпозиума к 150-летию Сергея Рахманинова в Москве. В работе симпозиума, который проходит в международном формате, принимают участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и других городов России, а также музыканты и ученые из Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Китая и Японии. Впервые на сцене Большого театра прозвучали гимн Республики Абхазия и абхазские мелодии. В Москве на исторической сцене Большого театра состоялся концерт органной музыки «Весенняя фантазия». Заслуженный артист Абхазии, лауреат премии «Органист года» Лука Гаделия и солистка Абхазской госфилармонии певица Кристина Эшба приняли участие в концерте наряду с музыкантами из России, Японии, Испании и Нидерландов. В рамках республиканского гастрольного плана Министерства культуры 4 апреля в Доме культуры города Гал состоится сольный концерт государственного ансамбля народного танца «Кавказ» имени кандидата Арба. Начало концерта в 16:00, вход свободный. В репертуаре ансамбля абхазские национальные танцы, старинный убыхский танец, осетинский танец симт, постановка исламей, аварский перепляс, девичий танец и различные варианты лезгинок и многие другие танцы. 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых. 10 медалей завоевали дзюдоисты Галского района в ходе турнира «Кубок Нового Афона». В соревнованиях принимали участие 333 спортсмена из всех районов Абхазии, а также 7 команд из Сочи, Ростова-на-Дону, Таганрога и Новочеркасска. Спортсмены из Гала показали отличные результаты. Золото у Мариам Закарая, Луки Закарая, Ники Кварацкеля и Барбары Этерия. Серебро за Ниной Анджапаридзе и Анной Гугунава. Бронзовые медали у Елены Чгереная, Дмитрия Готиашвили, Саба Аркания, Анри Цаава. Команду подготовил тренер по дзюдо, директор детской юношеской спортивной школы Сулхан Киланава. Игра на равных. Матч футбольных клубов «Рица» и «Самурзакан» в городе Гагра 30 марта завершился со счетом 1-1. Команды стали достойными соперниками друг другу. Подробности у наших корреспондентов. 30 марта на стадионе имени Даура Ахмедияни в городе Гагра состоялся третий матч третьего тура Суперлиги Абхазии сезона 2023 года. Гудаутская Рица, чемпион Абхазии 2022 года, встретилась с галским Самурзаканом. После обмена рукопожатиями команды перешли к игре, начало которой стало более-менее равным. Первый тайм закончился со счетом 0-0. После перерыва команды вновь вышли на поле. В один из опасных моментов футболист команды Самурзакан Торники Барсикян оказался лицом к лицу сразу с 3 игроками Рицы, что не дало ему никакой возможности подойти к воротам. Во втором тайме инициатива перешла к соперникам Самурзакана. На 20-й минуте гол в ворота галской команды забил Ануар Губля. Несмотря на это, самурзаканцы сохраняли позитивный настрой и волю к победе. И на 82-й минуте с 11-метровой отметки в ворота соперников очень красиво забил Василий Матуа. Игра завершилась со счетом 1-1. Сегодня проходил третий тур чемпионата Абхазии. Встречались в въездном матче с Рицей Гудаутой, прошлогодним чемпионом Абхазии. На Гагровском стадионе проходила эта игра. В общем, сыграли ничью 1-1, очень довольны ребятами. Играли, даже могли выиграть. Каждому игроку индивидуально огромное спасибо. И мы в дальнейшем собираемся еще набирать очки, выигрывать. Как получится. Ребята все стараются, тренировки отлично проходят. Без преувеличения для команды Самурзакан
Гол Василия Матова был долгожданным. Несмотря на неудачи прошлых сезонов, на данном этапе галский клуб проявил себя вполне достойно, сыграв на равных с Рыцей, и очень надеется на успех в этом чемпионате. Нана Абшилава, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа. Уважаемые жители Галского района, в связи с наступлением паводкового периода руководство Ингур-ГЭС приняло решение о пропуске больших объемов воды в русло реки Ингур. Администрация Галского района просит вас в целях личной безопасности во избежание несчастных случаев проявить бдительность и не допускать выпаса скота и пеших прогулок в местах разлива реки. На этом у нас все. Встретимся, как обычно, ровно через неделю. И пусть всех нас ждет больше хороших новостей. Всего доброго, Абзерас.